С 12 на 13 на сутки жилой дом по улице Главная, дом 20, был сдан в аренду компании для проведения дня рождения. В этом коттедже к услугам отдыхающих была баня и бассейн. Праздник обернулся печальными последствиями. Из 15 человек 9 почувствовали себя плохо. Предположительно, они надышались парами хлора. 6, в том числе 3 детей, были госпитализированы. В 7-ю городскую больницу в отделение токсикологии поступило 3 пациентов. Они сейчас на этапе диагностики. Состояние стабильное. По результатам анализов и инструментальных методов исследования вопрос будет решаться о госпитализации. 3 детей госпитализированы в ДРКБ средней степени тяжести, 11-14 лет. Был кашель сухой, было раздражение слизистых, как при ингаляционном отравлении хлором. Отдыхали в бассейне, где, скорее всего, были превышены хлорсодержащие продукты. В этот коттедж сегодня приехала следственная группа. От общения же с прессой люди в здании воздержались. Хозяин вы? Нет. Нет? А можете комментарий дать? Не надо, нет. Вы тут работаете, да? Прокуратура Татарстана начала проверку. Как сообщили в надзорном ведомстве, собственник дома показал им все помещения. Были взяты пробы воды в бассейне. Проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение, дана оценка как собственникам данного жилого помещения, так и родителям, то, что дети пострадали. Как следует из объявлений в интернете, этот коттедж площадью 300 квадратных метров сдается посуточно. Как говорят жители Кульситова, сюда часто приезжают компании. Здесь часто, каждый выходной почти. Ну, в зависимости от праздников. ЧП бывает какие? ЧП тоже не слышно было. Никогда ни драк, здесь никогда ничего не было. Нет. Мусор не было таких, да? И мусор у них увозят. Бывает то, что шумят, поздно. Но это зависит реально от компании. Иногда, видимо, гости приезжают достаточно культурные. По факту сегодняшнего отравления Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства ЧП. Отметим, в республике это далеко не первое отравление хлором в бассейне. В марте подобное происшествие случилось в Мензелинском спорткомплексе, в июле в Казанском аквапарке, в октябре в физкультурно-оздоровительном комплексе деревни Хлыстово и Лабужского района. Чем обусловлены столь частые отравления в бассейнах республики, вопрос остается открытым. Дмитрий Айринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.